В этом году у нас в Коломенском парке на Сабантуе была своя палатка, шатер, где мы со всей молодежью собирались и угощали национальной выпечкой и нашими татарскими угощениями. В этом году мы всех собрали в нашей палатке и познакомились для того, чтобы в следующий раз также это делать на нашей площадке в штабе Татар Москвы на Таганке. Очень много было желающих посетить штаб Татар Москвы. И таким образом мы знакомили всех друг с другом и позвали их к нам на мероприятия будущие, которые у нас будут в Москве. В московском Сабантуе, в парке Коломенском, очень широко распространились, конечно же, торговые ряды, где представлена была разная национальная выпечка. Разные, конечно же, представлены наши костюмы, которые можно будет тоже приобрести. Все вещи, которые изготавливают и Татарстан, и Башкортостан, которые можно будет также померить и приобрести. В этом Сабантуе также хорошо программу представило Духовное управление мусульман, у которых была своя программа iQuiz, которые были на своей площадке, проводили игры с квизом и разными головоломками. Традиционно Сабантуй организовывают и Татарстан, и Башкортостан. В этом году также организатором со стороны Татарстана был город Набережные Челны. Набережные Челны развернулся очень масштабно и проводили разные виды национальных состязаний, начиная от бега в мешках, также бег с коромыслом и, конечно же, поднятие на бревно до самого верха. И на этих площадках также были представлены разные сладости и, конечно же, КамАЗ, который славится всем Дакаром своим, да, и кто знает об этом, все гордо подходили и фотографировались возле него. Также очень хорошо был представлен шатер Башкортостана. На этом шатре выступали очень знаменитые певцы, актеры, которые очень славятся на Башкортостане. Они привезли их в Москву, показать нам, москвичам, что такое настоящий башкирин, и похвастаться этим. Конечно же, было очень интересно смотреть и попить их башкирский кумыс, испробовать вкусную выпечку. После того была, конечно же, основная сцена и сцена, где были представлены другие исполнители. На основной сцене были представлены наши активисты из штаба, которые посещали или посещают наш штаб, и всегда там, когда приезжают в Москву, всегда хотят попасть к нам в гости. Это такие исполнители, конечно же, диджей Радик, Айрат Сафин, Юлия Гарифуллина, Альфия Нигматуллина и много-много разных. Очень радостно то, что они сейчас уже выступают как хедлайнеры Сабантуи и заряжают народ на танцы, на песни. Сумбуль Билалова, которая тоже была нашим частым гостем. Мы рады, то, что встретились и поговорили с ними на Сабантуе. Наконец-то как раз-таки на Сабантуе можно со всеми встретиться, пообщаться, узнать, как друг друга дела, потому что все разъехались по разным городам. Кто у нас, например, Юлия Гарифуллина уехала в Нью-Йорк, Альфия Нигматуллина улетела в Уфу, Сумбуль Билалова вернулась в Казань. То есть разные наши исполнители раскидал по разным городам. И вот именно на Сабантуе была такая возможность со всеми встретиться, пообщаться. Очень здорово то, что с основной сцены нашу команду регаты поздравили со сцены и вручили нам кубок. Всю нашу команду вышла и приняла, конечно же, наш кубок, который мы выиграли в состязании. Очень здорово то, что такие состязания поддерживаются Сабантуем и дают толчок для того, чтобы проводились они и в других местах.
Также на площадке было, конечно же, самые всеми любимые состязания. Это национальная борьба, на которой боролись одни из самых сильнейших. И абсолютным, конечно же, чемпионом стал наш Эмиль Низамединов, который не раз тоже посещал штаб татар Москвы. Мы были очень рады и горды за него. Также мы поздравили его лично. На Сабантуе было очень весело. До вечера мы смотрели всю программу, также выступления всех наших звезд. И, конечно же, диджей Радик, Айрат Сафина, они провели там очень огромную программу и всех заставили танцевать, петь на большом огромном парке. Так примерно закончился самый обширный в Москве Сабантуй. После того, как закончился в 10 вечера Сабантуй, всеми долгожданный, мы поехали на нашу любимую татарскую дискотеку Яратам, которую организует диджей Радик Ярулин. И со всеми вместе провели остаток дня именно там. А там выступала наша всеми любимая Сумбюль Белалова, Ришат Фазляхметов и другие певцы, которые также были хедлайнерами на дискотеке и на Сабантуе. Очень рады были всех видеть. Сабантуй — это именно тот праздник для татар в Москве, где можно встретиться со всеми, пообщаться, познакомиться с новыми татарами, максимально насытиться татарской национальной выпечкой, посостязаться во всех народных состязаниях, которые были представлены. И мне кажется, для того, чтобы татары всегда жили и никогда не забывали свой язык, именно Сабантуй нужен для нас, для того, чтобы мы всегда помнили о своих традициях и знали, откуда мы родом. Огромная благодарность организаторам такого масштабного фестиваля татарского Сабантуя в Москве и за то, что дали возможность поучаствовать во всех состязаниях, посмотреть все красивые площадки, которые распространились по огромному парку Коломенскому, и мы были рады посетить данное мероприятие. Также хотим выразить огромную благодарность активистам, участникам гребли на воде за то, что нашли время, за то, что всегда поддерживаете нас, штаб татар Москвы, и всегда выигрываете почетные первые места. Огромная вам благодарность.